Не мелодию на давней пластинке, а целую ушедшую эпоху воспроизводит старая радиола. В середине прошлого века такие модели украшали кабинеты высших партийных чиновников. Теперь они экспонаты ретро-коллекций. К радиолюбителю Сергею Чигрину радиола «Мир» 54 года выпуска попала случайно. Он буквально спас ее от верной гибели. Я его нашел в Каче, в гараже. Он валялся под досками, под опалубкой. И когда я вытащил, у меня прям все внутри похолодело. Я думал, что шкала пришла в негодность, но на счастье, потому что шкалу восстановить очень тяжело. Но все остальное это уже плод восстановления полугодовалого, скажем так. Вдыхать новую жизнь в старые вещи, в данном случае радиолы и приемники, Сергей научился сравнительно недавно. Года 3 назад он впервые решил восстановить совершенно потерявший свой товарный вид советский приемник «Урал-53», который достался ему по наследству. Тут-то и проявилась забытая после школьных лет страсть к радиотехнике. В 5 классе я занимался в радиокружке, то есть общее представление о радио я имею. Но не сказать так, что, допустим, я великий мастер, я сам по профессии инженер-строитель, строю дома, но изначальное знание я получил в радиокружке, и я вот помню то время, 5 класс, мне очень нравилось это дело, когда ты сам паяешь, собираешь, допустим, или усилители для гитары, или ламповый радиоприемник, и это мне как бы осталось, и сейчас вот это оно возникло, вспыхнуло, вот эти старые воспоминания, ностальгия. Ну вот с этого приемника, в общем-то, и началось мое увлечение старым радио. Это приемник «Урал» выпуска 53 года. Приемник, в общем-то, не сильно сложный, не сильно дорогой. Это был массовый приемник, точнее радиола. Но вот сейчас он восстановлен, ну, можно сказать, даже лучше, чем выпускался на заводе. Потому что такая ткань уже выполнена, повторяет элементы шкалы. Если посмотреть внутри, то мы видим тоже, что все здесь очень сделано красиво, но все родное. Здесь еще применялся тонаром с патефонными иглами сменами, то есть после каждого проигрывания пластинки нужно было менять иглу. Все это работает, все это отлично звучит. Теперь реанимация отживших в свое время приемников – одно из главных увлечений Сергея. Оно требует немалых затрат – физических, финансовых, моральных, но результат того стоит. Когда я вижу результат своего труда, то есть я получаю, естественно, положительные эмоции, удовлетворение. Мне нравится возвращать жизнь старым приемникам и доказывать, что они еще способны жить, служить людям, радовать их. Они отлично вписываются в любой интерьер офиса, дома, гостиницы. В работе над восстановлением ценных аппаратов Сергей не одинок. Он благодарен за активное участие в процессе реконструкции электронных схем своим друзьям Владимиру Петрухину и Сергею Шмелеву, а также всем, кто причастен к этому непростому делу. Как видите, они все деревянные, в основном корпуса, требуют вмешательства профессионалов и соответствующего оборудования. Потому что дома красить кисточкой – это совсем не тот будет вид. Некоторые приемники сделаны, сейчас восстановлены даже лучше, чем они выпускались на заводе. Потому что ребята тоже прониклись к этому делу и красят уже, используя современные технологии, современные краски. То есть по красочных камерах все это грунтуется, лакируется, полируется, и приемники приобретают уже вид достойный. Моя работа заключается в комплектации всех нужных деталей, потому что, допустим, если приемник довоенный, то мое обязательное условие, чтобы все лампы были родные. Если ремонт электроники сложно, я сам не справляюсь, значит, это делают ребята в радиомастерской, а корпус я отвожу мебельщикам. Радиоколлекция Сергея Чигрина сейчас насчитывает более 200 радиол и приемников. В импровизированном ретро-салоне севастопольского радиолюбителя 70 раритетных экспонатов. У каждого из них своя уникальная история, которую можно рассказывать часами и обсуждать как человеческую жизнь. Самый красивый приемник 50-х годов – это, несомненно, «Звезда».
Как видите, он отличается от всех остальных своей необычностью, своим дизайном, потому что выпускались в основном деревянные корпуса, обтягивались радиотканью, внизу шкала. Этот приемник вообще кардинально отличается, но его секрет в том, что в 1954 году наша делегация посетила Францию, и им в качестве подарка французские товарищи подарили приемник Excelsior 52. Тогда это самый писк был модернизма французского. И дипломаты его привезли в Советский Союз, и буквально через год вот вышел такой приемник «Звезда 54». То есть он повторяет 100% до каждой линии, до каждой черточки, только, естественно, все на русском языке. То есть вот история возникновения вот такого необычного винтажного приемника «Звезда». Самому старому представителю коллекционного радиосемейства, воссозданного Сергеем Чигриным, 86 лет. У него отдельный выносной громкоговоритель. Это один из первых радиоприемников голландской фирмы Philips. Поскольку в то время еще не использовался коротковолновый диапазон, его прием рассчитан на средние и длинные волны. По соседству с ним тоже старичок, мечта Робинзона, детекторный приемник Baby, не требующий источников питания. Продолжают довоенный ряд представителей из Бельгии, так называемые СБРы 32 и 35 года. Оба в отличном рабочем состоянии. Последний обладает способностью принимать короткие волны, а это их ровесники отечественного образца, впитавшие достижения западной техники. Первый массовый приемник C235 прямого усиления, а более молодой и более совершенный 6N1 38 года выпуска и SVD-9 приемники супергетеродинного типа. Несмотря на уникальность каждого экспоната, особое место в сердце коллекционера-радиолюбителя занимают немецкие аппараты. Хотел бы обратить внимание на вот этот очень редкий приемник немецкой фирмы «Олимпия». Значит, в чем его уникальность? А вот здесь есть маленький экранчик, и когда крутишь ручку настройки, то в этом экране высвечивается, помимо того, что стрелка показывает название города, высвечивается название города, как в телевизоре. То есть это маленький проекционный телевизор. Это было как бы немецкое ноу-хау в 1938 году. Модель очень редкая, среди коллекционеров ценится. Ну, дальше, продолжая тему немецких приемников, хочу рассказать о самом, можно сказать, дорогом приемнике моей коллекции. Это Blaupunkt 8V79. Выпуска 1939 года. Он изначально был очень дорогой в Германии, то есть где-то стоил порядка 600 рейхсмарок, а легковая машина для сравнения стоила Volkswagen 900 рейхсмарок. То есть позволить его могли только очень обеспеченные люди-промышленники. Еще хочу обратить внимание на приемники с фиксированной настройкой. Это вот Telefunken и Blaupunkt. Это тоже довоенные немецкие приемники. В чем их особенность? То есть при нахождении станции нажималась кнопка, и эта станция запоминалась чисто механическим путем. И потом, допустим, в любое время приходишь, нажимаешь эту кнопку с нужной станции, тебе эта станция начинает звучать. Хочу еще показать один приемник, немножко выделяющийся среди основной массы. Это Philips D57 1938 года, Германия. В чем его необычность? То, что у него, во-первых, выдвижная шкала тоже присутствует, откидывающаяся. Но самое основное отличие, я считаю, это управление одной ручкой. То есть это как прообраз наших современных джойстиков. То есть там стоит система тросов, которая управляет громкостью, тембром и диапазонами. И все же любимцем своей семьи и главным претендентом на приз зрительских симпатий Сергей считает немецкий приемник Telefunken 8000. Довоенный, но уже с выдвижной шкалой и оформлением в стиле хай-тек. Его сосед – изобретение той же фирмы 41 года выпуска. Этот приемник я купил в Севастополе. В начале моего коллекционирования я еще не разбирался достаточно. И позвонил мне человек по объявлению, что у меня есть немецкий
приемник довоенный, и он мне попал, как он мне сказал, привез его с войны его дедушка. И когда я приехал, он мне его вынес, я не поверил, говорю, не может быть, чтобы в 1941 году был такой приемник, потому что у него весь дизайн, как наши приемники делали в 50-60-х годах. Он говорит, не, я не знаю, вот он, как он есть, продаю, как он есть. Я его привез домой, открыл интернет, страницу в интернете, и действительно, это Телефункин 1941 года. Немцы в этом плане, конечно, у них и дизайн, и качество самого аппарата намного превосходило все другие известные фирмы. Немецкие, английские, бельгийские, голландские, американские. Целый калейдоскоп названий, фирм, функций. Среди такого изобилия раритетных чудес можно даже растеряться. Тогда сделайте паузу и просто полюбуйтесь утонченным дизайном французских радиол, а потом обратите внимание и на их функциональные возможности. Вот, к примеру, клубные экземпляры с автоматической заменой пластинок. Французская со специальным для этого отсеком и немецкая с соответствующим боксом. Пока речь шла о другом, вы наверняка успели обратить внимание на объемные консольные радиолы. Среди этой троицы англичанка и две немки. Вид у них, согласитесь, внушительный. А вот о возможностях каждой давайте послушаем. Вот эта английская радиола 1938 года Маркони. Тоже она недавно ко мне приехала, еще пока не восстановлена. Вот она имеет вот такой вид. То есть внизу приемник и вверху проигрыватель пластинок. Вот это немецкая консольная радиола Imperial 1939 года выпуска. Вот здесь тоже приемник, а проигрыватель у нее выдвижной. То есть вот так. А внизу предусмотрен бокс для хранения пластинок. И что удивительно, при открывании этого бокса срабатывает конечный выключатель и происходит подсветка. Видите, у него внешний вид, какой еще, радиоткань еще порвана, не восстановлена, корпус надо тоже делать, электронику надо тоже делать, но она стоит, ждет своей очереди. А вот это уже послевоенная консольная радиола Браун. Достаточно хороший прием, он рабочий, а вверху проигрыватель фирмы Телефункин, довольно серьезный проигрыватель. Здесь стоит так называемый автомат, то есть заряжается сразу блок до 10 пластинок, и при заканчивании одной скидывается проигранная пластинка. Такая коллекция, несомненно, мечта для многих радиолюбителей и почитателей старины. Тут вам и ретро-приемники, и радиолы, и в придачу к ним целая коллекция пластинок. И то, о чем даже вскользь не успели сказать – старинные патефоны и граммофон. Но человек всегда стремится к большему. Интересно, о чем еще может мечтать обладатель такой сокровищницы? Какой бы вам хотелось видеть в вашей коллекции? Не, ну коллекцию сильно большую я не хочу, потому что, опять же, я повторяюсь, возникает проблема хранения все это дело, потому что у меня уже и чердак забит, и на втором этаже часть приемников стоит. Ну, сейчас вот я решил переоборудовать гараж, делаю стеллажи, все отсюда выбрасываю, и здесь такой небольшой будет салон ретро-музыки, скажем так. Потому что кроме приемников я еще раньше занимался коллекционированием старых пластинок. Это до военных пластинок, после военных на 78 оборотов. И как бы есть люди, как оказалось, которым тоже сейчас это очень нравится, они готовы прийти, послушать, поменяться. Вот есть такое у меня задумка.